Сочные травы и горная вода при Эльбрусе придают продуктам Чабан неповторимый вкус. Молочные продукты Чабан. Раскрой в себе силу и здоровье. İşte dostlar, musafirlerinde bizim studiyamızda ve biz memnuniyet ile, şeref ile olarını takdim etimiz. Mustafa Ağa Mustafaev Namus Teşkilatı'nın azası ve Rifat Ağa Cemilov Namus Teşkilatı'nın azası. Selam aleyküm, hoş geldiniz yayınımıza. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Çok sağ olun. Мустафа Ага, мы пригласили вас сегодня не случайно. Хотелось бы с вами поговорить сегодня на очень интересную тему, очень важную тему в истории Крыма, в истории всего мира. Я так считаю, Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Именно сегодня, 18 октября 1921 года, создание этой республики. Расскажите, пожалуйста, об этом этапе истории, что он значил для Крыма. Ну, во-первых, вы чуть-чуть ошиблись. Когда в 1921 году она была образована, она была Крымская Советская Социалистическая Республика в составе Российской Федерации. Многие республики Средней Азии и Кавказа были на правах автономных. А вот Крыму именно было дано. А почему было дано? Потому что, когда Совнарком разбирал этот вопрос, были очень большие споры. Но победила линия того, что как только царский режим овладел Крымом, то было много деградаций по отношению к народу. И преимущественное большинство, особенно сельского населения, которое располагалось в Крыму, и пролетариата, их надо было как-то перетянуть на свою сторону. Вы понимаете, вот сейчас часто очень говорится о том, что, понимаете, что там на южном берегу татары, что там на южном берегу. А вы понимаете, что на южном берегу даже города имели более 50% крымских татар. А о селах я вообще не говорю. В селах, за редким исключением, учителя русского языка или фельдшера, все остальное было крымско-татарское население. Вот его надо было на свою сторону, воспользоваться его трудовыми ресурсами. И вот очень замечательно то, что Владимир Ульянов, Ленин, говоря на Совнаркоме, сказал так: Крым будет маяком на восток. То есть, понимаете, вот именно все народы мусульманского мира хотели за счет Крыма сориентировать вот, на то, чтобы было именно, как говорится, такое строение. Но я надеюсь, Рифат Ага этот вопрос более подробно потом он зачитает, скажет. Но дело еще бы что хотела сказать. Вы понимаете, вот смотрите. Да, заметно это помогло народу. Начало немножко восстанавливаться, понимаете, немножко процент прирождаемости. И что надо отметить особо, понимаете, то, что начали появляться новые школы, началось общее образование, которое, несмотря даже на это, и ранее, даже в ханское время, и то в каждом селе была своя школа, или Мерцедес, как мы его говорим. А тут, понимаете, произошло такое. Вот представьте себе школу и ее выпуск. До 33% учащихся этой школы имели право на льготных поступать в ведущие вузы страны. То будь Москва, то будь Киев, то будь Ленинград и так далее. Это, конечно, дало заметный рост. Ну и, конечно, сразу заметно выросло и народное хозяйство. Потому что трудолюбие крымского татарина, это вы прекрасно знаете и сами. Поэтому неспроста иногда, как говорится, в шутку люди между собой говорят: татарин – это не нация, это профессия вечного строителя, вечного. Поэтому те сады, те табаководческие плантации, те чаиры знаменитые, виноградники, которые были, навряд ли, я боюсь, что в ближайшее время они назад не вернутся. Вот сейчас идешь по южному берегу, и вы понимаете, один этот каменный дуб, заросли дикого вот этого покроя. А ведь войди туда вовнутрь, посмотри, вот такие еще старые корни лозы винограда.
То есть это все обслуживалось. А сейчас там его, в принципе, если посмотреть в целом процент проживающих населения на Южном берегу, то вы понимаете, даже становится обидно. Там нет даже и общей, которая от общего населения Крыма, то есть тех 12-10%. Вот. Ну и, чтобы не занять все ваше время, я хотел бы, чтобы мой коллега немножко дополнил этот вопрос, потому что... Мы знаем, что, Рифат ага, вы подготовили даже документы. Во-первых, я всех крымчан, не только крымских татар, всех крымчан поздравляю с Днем Республики. Республика в Крыму возникла 95 лет назад, а не 25 лет назад. Та республика, которая возникла во времена Украины, была, так сказать, компромиссным решением в той политической ситуации, которая складывалась в конце 80-х годов. Поэтому, чтобы не быть голословным и быть пунктуальным, хочу некоторые выдержки из документов прочитать. Декларация прав народов России. Принята, подписана Лениным и Джугашвили, который был тогда нарком национальностей, 2 ноября 1917 года. Отмена всех и всяческих национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Из обращения Совнаркома к трудящимся мусульманам России и Востока. Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа. Все те мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями, отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Подписано 20 ноября 2017 года. Из газеты «Жизнь национальностей», номер 23 от 25 октября 2021 года. Известно, что Первая Крымская республика просуществовала в 1919 году 72 дня. Погибла под пятой Деникинских орд. Крымская республика – это должное возмещение за все обиды, за долгую насильническую колонизаторскую политику царского режима. Но главным образом провозглашение республики означает ряд социальных преобразований, направленных к тому, чтобы удовлетворить все вопиющие нужды трудовых элементов коренного населения Крыма. Национальности Крыма получают сейчас широкую возможность развить в соответствии со своими бытовыми особенностями максимум собственной инициативы в деле культурного и экономического развития новой республики. И на этой творческой работе должны сгладиться распри и недоразумения, культивировавшиеся в прошлом. Нельзя было оставить без внимания то важное обстоятельство, что самая компактная часть крымской деревни, татары, составляющие вместе с немногочисленным пролетариатом городов базу советской власти в Крыму, в течение долгих лет подвергались физической и культурной деградации, благодаря тем экономическим условиям, в которые они были поставлены старым режимом. Вот в связи с этим хочу сказать о преемственности указа Путина, в котором поставлены задачи о развитии социального, культурного развития крымских татар.
Причем надо отметить, что вопрос развития крымских татар имеет очень большое значение и сегодня в международном плане, в плане нашей жизни в составе России. Хотел бы сказать, что крымские татары с 1954 года не соглашались с передачей, с волюнтаристской передачей Крыма в состав Украины. Это был акт, принятый Никитой Хрущевым. При этом хотел бы напомнить, что мы знаем, почему крымских татар выселили. Говорят, что короля играет свита, но основные виновники выселения крымских татар – это богатые люди Штатов и Англии. Надо отметить, что еще в 20-е годы шла борьба за то, чтобы в Крыму организовать другую автономию. Но страна была нищая, и тогда получили заем. Под этот заем было выделено на акции порядка 180 тысяч десятин земли. Нынешние Джанкойские, Нижнегорские, Первомайские районы. Была создана организация, которая финансировала порядка 10 миллионов долларов, получило советское государство. Но надо сказать, при дальнейшем развитии государства в Крыму была проведена коренизация. То есть это не значит, что все для крымских татар. И раньше, и сегодня, и на местах высылки крымские татары жили в дружбе и мире с теми, кто нас окружал. Хотя при депортации было много эксцессов. И еще хочу сказать о том, что во времена Украины ни один большой вопрос крымских татар не решался. И венцом всех этих высказываний было то, что президент Ющенко сказал: «Один народ, один язык, одна религия». А его секретарь Совета Безопасности Бессмертный поставил задачу, что крымских татар надо расселять по Украине, что надо через крымских татар вбить клин между Россией и Азербайджаном, Россией и Турцией. Но надо сказать, что это не удалось. У истории нет сослагательного наклонения, но крымские татары с 1954 года требовали у советского руководства возвращения Крыма в состав России. Это подкреплено было обращениями. Обращение подписали порядка 8 миллионов человек за несколько десятков лет. Было послано в ЦК и другие советские органы, высшие, правительственные, порядка 5 миллионов индивидуальных писем. И надо сказать, что наше движение не было антисоветским, оно было ненасильственным, оно было в рамках Конституции СССР и Конституции РСФСР. То есть, если продолжить эту тему, значит, да, вопрос стоит в таком плане. Вот вы понимаете, например, вот Крымская Советская Социалистическая Республика, которая была переобразована в 1929 году в автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику. Так вот о чем речь. Понимаете, именно закрепление
коренного народа, а коренным народом считаются татары, крымчаки и караимы. Это определено именно Совнаркомом. Вот. Чтобы дать им историческое развитие, закрепить за землей. Вот это Крым. Но остальным национальным сообществам тоже дано право развития на тех же одинаковых уровнях. Вот с этой целью были созданы несколько национальных районов. Из них 6 крымско-татарских, 2 немецких, 2 еврейских и 1 украинский. Но я не буду за сокращением времени перечислять, где это, чего и как, но факт остается в одном. Вот как будто восстановили в 1991 году автономию. Но автономия для кого она? Автономия в составе Украины. У украинцев есть своя материнская родина, Украина. Для тех жителей, которые русскоязычное население, у них, пожалуйста, Россия и так далее, и все остальные государства. Именно вопрос должен был предусмотрен быть для крымских татар. Но, к сожалению, местное мне руководство, немножко вот Рефат ага начал говорить, но он не довел до той тонкости. Вы понимаете, именно это Джотан, называемая такая еврейская организация. Планировалось создание в Крыму крымской, это еврейской Калифорнии. И вот представьте себе, что в счет той оказанной помощи в развитии молодой Российской Республики земли под векселе были проданы. Их имели и Элеонора Рузвельт, и Рокфеллеры, и Ротшильды, и так далее, так далее, так далее. И это не только, как он говорит, в северной части, нет, включая южное бережье и так далее. И вот теперь возвращается срок возврата. Ну а чуть раньше можно еще подчеркнуть вот эту проблему, которую вы закончили в отношении вот переселения народа, то есть высылки. Ведь задача-то стояла в чем? Вот если я сейчас начну говорить в процентном соотношении героев Советского Союза и кавалеров орденов славы, и медалей за отвагу и так далее, то в процентном соотношении близко к крымским татарам никого нет. Это говорит об их участии в Великой Отечественной войне, в защите своей родины. Вы понимаете, наверное, неспроста. Манштейну принадлежат слова. Лучше встретить безоружным 1 на 1 медведя на поле брани, чем татарина на поле битвы. Вот это уже подчеркивает именно ту воинственность, которая была у нашей нации. Но я отошел немножко от темы. К чему это все велось? Велось к тому, что страны, Соединенные Штаты Америки, Англия оказывали нам, вы знаете, помощь военную по ленд-лизу. И вот интересно описание Тегеранской конференции. Сталин обращается к присутствующим своим союзникам с этим вопросом. Когда, в конце концов, вы откроете второй фронт? Вы знаете, что ему Рузвельт ответил? О каком втором фронте вы говорите? У нас лоббирует всю правительственную верхушку в Штатах, и они требуют возвращения им по векселям той земли. Когда вы освободите Крым, вы подумайтесь в эти слова, когда вы освободите Крым, то есть когда вы выселите из Крыма крымских татар и так далее. И вот подтверждение данному вопросу произошло. 18 мая выселили крымских татар, 26-го выслали греков, армян и так далее. И, пожалуйста, прошло 1,5 недели, и десант в Нормандии. То есть открылся второй фронт. Вот это именно подтверждение к тому, что задача ставилась совсем другая. И вот сегодня хочется, вот, пользуясь экраном телевидения, обратиться ко всем нашим соотечественникам. Вы знаете, вот зверски убили Намона Челебеджхана. А вы представьте себе, что этому человеку первым принадлежат слова
что все жители Крыма – это те же полевые цветы. Одна нация представляет тюльпан, другая нация представляет мак и так далее, и так далее. То есть он еще тогда, на заре еще только-только призывал к вот этой мирной, взаимодополняющей жизни людей. И вот хочется сказать сейчас, чтобы все русскоязычное население, которое живет вокруг нас, не боялось так называемой национальной автономии. Будет сочетаться всегда и во всем приоритет ума и приоритет способностей. Будь он министром русский, будь он министром армян, будь он министром крымский татарин, лишь бы он мог помочь в дальнейшем благосостоянии нашего Крыма. И вот эти слова хотелось бы передать. И хотел бы дополнить указ президента, который неоднократно говорил о том в своих выступлениях, что крымские татары наиболее оболганный народ, что депортированным, обращаясь к крымчанам по вопросу земли, я прошу вас иметь в виду, что государство им должно, говорит о том, что высшее руководство России об этом знает. Хотел бы добавить еще одно. Юридически бескровный переход Крыма в состав России произошел в первую очередь благодаря тому, что была создана автономная республика АРК в унитарной Украине, в Конституции которой была написана статья о референдуме. Но при этом надо учитывать, что крымские татары никогда не соглашались с передачей Крыма в состав Украины. Об этом писали, говорили на всех уровнях, и эту точку зрения поддерживала и русская, и тогдашняя украинская интеллигенция, и узбекская интеллигенция к этому присоединялась. Поэтому вот сейчас главное в сегодняшней непростой обстановке, чтобы мы все крымчане, мы живем в Крыму. Я в Российской Федерации сегодня есть субъекты федерации, но не автономные республики. Для того, чтобы этот вопрос решить и долгие споры, необходимо дополнить Конституцию Крыма одной-двумя статьями, аналогичными статьям Конституции Адыгеи или же Калмыкии. Эти статьи не унижают ни русских, ни других, не дают привилегий крымским татарам. Нам не нужна привилегия, нам нужна помощь в том, чтобы помогли в развитии языка, нашей культуры, а все остальное приложится. Крымские татары, составляя 2% в Узбекистане, в структуре управления составляли 17%. И наш народ об этом часто забывает. 4 министра. Наш народ в свое время, когда была автономная республика, получил орден Ленина первым на всем пространстве Союза. И вот старики говорили, Бахчисарайский район снабжал фруктами, табаком Москву, Ленинград, 34-й год. То есть Первый было орден это. Ленина. Если для молодежи будет интересно, те, кто бывают вот карьер мраморный, там на склоне есть высохшие деревья, ахлаб называется, груши. В 3 обхвата высохли, высота этих деревьев порядка 20 метров. Прошло 100 лет, но наш народ был, есть и будет созидателем. И я считаю, что во исполнение
указа Путина, во исполнении его указаний крымской власти, они должны не говорить, что это вот ущемляет чьи-то интересы. Мы достаточно конкурентоспособны во всех областях, но для этого должна быть объективность. Я, обращаясь к крымчанам, хочу сказать, вот процветание Крыма на фоне тех щедрых вливаний денежных в бюджет Крыма, в нашем единстве всех, кто населяет Крым. И Крым должен стать сегодняшним примером, как Ленин говорил. маяком, который показывает Востоку и Западу тоже, что может сделать свободные люди. Рифат аға, Мұстафа аға бағышларсыңыз, телефон бағымыз шымды бар. Алло, біз сізні dinleyik. Алло. Үзілген тейсувки. Sübetimiz pek meraklı keçem, teyissufki vaxtımız sınırlı. Çok sağ olunuz gelgeniniz için ve bergen malumatlarınız gerçekten de pek gerekli bizim halkımız için. Çok sağ olunuz, biz sizinle daha bekleyeceğiz.